не хватает витаминов. Да, да. Все, идем в аптеку, закупаем любые витамины и начинаем глотать их пачками. Это правильно? Нет, ну это, конечно, неправильно. У меня волосы выпадают. Что мне делать? Есть у вас такое, да? Что мне делать, у меня выпадают волосы? Меняйте образ жизни, если это нужно, но не пренебрегайте местной терапией. Привет, друзья! Все о красоте, здоровье, ну и вообще обо всем, что нужно женщинам, на моем канале. Меня зовут Айнура Сагунбаева. Сегодня я не одна, я сегодня с замечательным доктором, красавицей, спортсменкой, комсомолкой, доктором из Москвы, которая посетила нашу страну уже который раз, да? С удовольствием посещаю, не последний раз, надеюсь, да? Обязательно, да, Буйруса, у нас так говорят, Буйруса. Вот, доктор-трихолог, научный редактор журнала «Трихология», одна из основательниц авторской методики Time to Grow. Это шикарная методика, по которой наши клиники работают уже на протяжении 5 практически лет. Айнура один из лучших представителей, кто удивительным образом понял философию этой программы, и ее эффективно и хорошо внедряет. Спасибо, спасибо большое. Мария Владимировна Халдина. Приятно познакомиться. Я хочу сегодня поговорить с Марией Владимировной о такой большой проблеме. Обязательно будут субтитры на кыргызском, потому что тема очень интересная. Да, актуальная, всем внимательно. Выпадение волос. Давайте поговорим об этом. Причем поговорим так просто, обывательски, почему выпадают волосы. Мария Владимировна. Ой, дорогие друзья, первое, что хочет знать человек, который пришел на прием, у него первый вопрос, почему выпадают волосы. И все предполагают, что есть некое обследование, проводимое там по 5-6 пунктам, которое причину покажет. Но хочу вам сказать такую важнейшую вещь. Выпадение волос – вещь не специфическая. Что это значит на простом языке? Огромное количество состояний, при которых могут выпадать волосы. То есть волосы выпадают, это может быть усталость, это может быть стресс, это может быть любое заболевание, это может быть прием большого количества лекарств. Это очень большой объем причин. И поиск этих причин, история не такая простая. Она может занимать очень долгое время. То есть сначала мы с вами делаем первичный скрининг. Что такое скрининг? Это когда мы с вами делаем самые часто встречающиеся анализы. Да? Это щитовидная железа, это железо, это еще там пара показателей, общий анализ крови, микроэлементы, то есть такие лежащие на поверхности проблемы, которые мы можем выявить. И чаще всего, друзья мои, ничего мы там не выявляем. Ну вот я приехала, например, из России, у нас очень часто встречается патология щитовидной железы. Но далеко не всегда, да, это очень как раз хорошо, когда ты сразу нашел причину и свободен, но это не так. Причин мы можем искать очень долго. И вот здесь возникают проблемы у наших дорогих женщин и мужчин тоже. Пока мы ищем проблему, они пренебрегают местной терапией, то есть тем, что мы делаем непосредственно с кожей головы. Все же хотят вылечить меня изнутри. Да, вылечить меня изнутри. Да, это самая такая вот конфликтная ситуация, потому что приходят пациенты и говорят, вы не можете выявить причину. Врач меня обследовал, не выявил причину. Я была в 3 клиниках, мы не выявили причину. Что же, как же так? Не всегда эту причину можно выявить. Например, потому что одна из самых частых причин – это хронический стресс. И, пожалуйста, не отказывайтесь в поисках вот этой самой причины от местного лечения. Это то, что вы можете делать, начать сейчас, сегодня, завтра, и тем самым повышать устойчивость волосам к негативным воздействиям. Мария Владимировна, то есть причину выяснить не всегда удается. Да, я скажу самое частое, чтобы вы, например, знали. У нас, например, в России очень много ятрогении. Что это такое? Это прием лекарств, препараты от давления, препараты против депрессии, препараты для понижения холестерина, препараты для коррекции процессов свертывания, от давления очень часто, да, это возрастная группа 30+, многие, у нас в Москве антидепрессанты многие принимают, да, то есть ятрогенная. Нехватки чего-то в микроорганизме бывает не так часто, а вот хронический стресс, хроническая усталость и ятрогения причины частые.
Вот, суммируя, мы говорим, что причину не всегда можно выявить, вот как бы не всегда на это можно опереться, но это не мешает нам проводить местную терапию, обязательно нужно делать. Причем местной терапии, Мария Владимировна, очень многие пренебрегают, да, почему-то считают, что что-то там мазать, что-то там делать, это все как бы, ну, и вот это колоссальная ошибка, которую вы совершаете, дорогие друзья. Вы поймите, фолликул – это маленький самостоятельный орган, да? Это орган, который живет по своим законам. И вы, в отличие от тех, у кого болит желудок, да, он не может лечить желудок как-то вот туда проникнув. Фолликулы, они доступны, да, через кожу головы, вы можете каждый день помогать им, поэтому этой терапии категорически нельзя пренебрегать. Это просто, как-то, подвести свои волосы в такой тяжелый для них момент. Ищите причины вместе с доктором, выясняйте, меняйте образ жизни, если это нужно, но не пренебрегайте местной терапией. Вы поможете просто вашим волосам, вашим фолликулам пережить вот это тяжелое время. Тем более, что некоторые причины нельзя устранить. Есть причины, которые невозможно устранить, да, они будут продолжать иметь место, те же самые лекарства. И местная терапия нам здесь помогает, да, волосы будут увереннее, лучше себя чувствовать, их жизнь будет длиться дольше и качественнее. То есть, смотрите, очень часто в комментариях к видео, да, и либо вообще, придя на прием, либо, как мы, доктора, обычно, где-то сидим на каком-то торжестве, и все такие, у меня волосы выпадают, что мне делать? Есть у вас такое, да? Что мне делать, у меня выпадают волосы? Вот, уважаемые друзья, вот в таком случае это не тот вопрос, который можно решить буквально за несколько минут, да, и сказать, вот если ты намажешь вот это вот или пропьешь вот это вот, тебе станет сразу легче, у тебя перестанут выпадать волосы. Этот вопрос есть. То есть причин выпадения волос множество. Прежде всего нужно прийти на прием к трихологу, проконсультироваться, понять причину и так далее. Ну вот, допустим, у нас Кыргызстан маленькая страна, у нас есть горные регионы, у нас есть, те люди, которые, к сожалению, никак не могут прийти на прием к доктору. Вот есть какие-то препараты, которые можно использовать в качестве, не знаю, лечения эксивантикус, да? Да, это действительно будет лечение ксивантибус в определенной степени, и мы, например, оказываем такие услуги для людей, которые находятся в тех регионах, где квалифицированная помощь недоступна. Мы получаем фотографию, мы получаем подробную историю, которую человек описывает, и первичные рекомендации по применению местных препаратов мы даем. У нас есть препараты, которые помогают уменьшить степень выпадения, препараты, которые могут усилить рост, которые там жирность кожи снижают, проявление перхоти. Это действительно, неполноценная медицинская консультация, но это достаточно хорошее решение, которое лучше, чем не делать ничего, да, потому что, тем не менее, по фотографии, по рассказу человека можно предположить многое. Конечно, если мы видим, именно заболевание, да, дерматоз, дерматит, мы не будем так поступать, но если это выпадение и поредение волос, то мы, в принципе, такие рекомендации даем. А вот, допустим, такая типичная ситуация, что у женщины выпадают волосы. Что мы делаем в первую очередь обычно, да, следуя нашей женской логике? Не хватает витаминов. Да. Все, идем в аптеку, закупаем любые витамины и начинаем глотать их пачками. Это правильно? Нет, это, конечно, неправильно. Вообще для оценки дефицитности существуют определенные анализы, и с этими анализами тоже существуют определенные трудности. Потому что, например, дефицит микроэлементов в крови не говорит напрямую о дефиците поступления, это может быть симптомом какой-то болезни, поэтому это работа с нутрициологом, это анализ крови, да, на микроэлементы, на жирорастворимые витамины, на водорастворимые витамины, на аминокислоты. То есть это, знаете, такой огромная запутанная сеть и паутина взаимоотносящихся между собой показателей, в которой сложно разобраться. Наверное, профилактически пропивать витамины – это не такая плохая идея, может быть, к этому можно прибегать. Я бы единственное предостерегла от очень высокодозных витаминов. Потому что, как правильно заметила Айну, это терапия ксивантибус, терапия, если ее можно на потребительский язык перевести, давайте попробуем, вдруг поможет, грубо говоря, это именно эта ситуация. Поэтому, да, это такая профилактическая история, она, конечно, неправильная, но отговаривать от нее тоже не буду, потому что аптечные витамины, они обычно, тоже какого-то в отсутствии аллергии сильно большого вреда не принесут, если доза не превышать. Пусть не будет и полезно, но это и не вредно, да? Да, коллаген люди принимают, препараты с кремнием, серой, витаминами, жиро- и водорастворимыми, то есть тут, знаете, надо не перестараться, потому что
слишком много витаминов могут привести к токсической нагрузке, к аллергическим реакциям, ну, без избыточности, да. То есть не слишком много этих препаратов, не слишком долго. Мария Владимировна, а если вот представить причину выпадения волос в виде пирамиды, да, такой вот ступенчатой, что лежит в основании, чего больше? Основная причина. Это не специфический симптом, поэтому здесь любая неполадка в организме, это, знаете, как теория слабых мест. У кого-то при каких-то проблемах таких, при любых проблемах начинает болеть желудок, у кого-то голова, у кого-то повышаться давление, у кого-то выпадать волосы. И по сути любая проблема в организме может давать выпадение волос. У нас, например, была очень сложная пациентка у моей коллеги, мы совершенно не могли понять, что с ней происходит. У нее выпадали волосы и не помогало ничего. В конце концов оказалось, что у нее рассеянный склероз. То есть путем очень долгого выяснения, как бы консультации со смежными специалистами выяснилось, что у нее рассеянный склероз, и начатая терапия как бы процесс стабилизировала. Поэтому тут очень много, да, все что угодно может вызывать выпадение волос, вообще все что угодно. Вот это и проблема. Да, хронический стресс это, знаете, такая штука, которая есть, мне кажется, сейчас у всех. Я не видела людей, которые знают, что йоги, практики. Поэтому хронический стресс, он очень здорово вносит свою лепту, как бы, и на одном хроническом стрессе и усталости уже можно получить выпадение. Просто хронический стресс, он же вызывает каскад изменений, тут и волосы пострадают, и метаболизм, там и спина будет болеть, и голова, там уже какие-то накапливаются системные проблемы, уже не только с волосами связанные. Поэтому тут очень сложное взаимопереплетение всего. Поэтому я еще раз, да, подчеркиваю, я хочу это подчеркнуть, не пренебрегайте местной терапией, пока вы расследуете эти причины. Но стресс, да, это одна из таких ключевая лепта выпадения волос, стресс и усталость. Друзья, если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях, что вам интересно о волосах. И мы в следующий раз постараемся снять прям вот очень интересное видео о том, что вас интересует. Ставьте лайки, делайте перепосты и подписывайтесь на мой канал.